Чем занимается церковь? Где найти помощь, когда тебе тяжело? Как стать казаком и сестрой милосердия? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Старинные храмы нашей республики – это настоящая летопись края за несколько веков. Такой жемчужиной православного Башкортостана и является Троице-Никольский храм в селе Никола-Березовка Краснокамского района. Строить его начали в далеком 1806 году. Дважды поклониться чудотворной иконе приезжала великая княгиня Елизавета Федоровна, почитаемая в Русской Православной Церкви как преподобна-мученица. Находится этот старинный храм во владении Нефтекамской епархии Башкортостанской митрополии, которую с 2012 года возглавляет епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий Мунтяну. Чем примечателен этот храм? Тем, что на том месте когда-то давно была обретена икона чудотворная святителя Николая, которую в свое время назвали Закамской, учитывая, что храм находится на берегу реки Кама. А мы называем эту икону по имени самой местности Никола-Березовская. К сожалению, в прошлом веке икона потерялась, но сохранились копии этой иконы. И мы дорожим нашим храмом в Никола-Березовке. Он поистине является местом паломничества для многих людей, а для епархии это поддержка молитвенная и благодатная. С 1994 года в селе Никола-Березовка проводятся празднества по случаю Дня Николы Вешнего и Дня славянской письменности и культуры, и также праздник колокольного звона. В эти дни на Прицерковной площади всегда многолюдно. Проводятся выставки художников и фотографов, выступления артистов, разыгрываются театрализованные представления и звучат народные песни. Нефтекамская епархия образована на территории 26 районов республики. Она охватывает север, северо-восток и запад Башкортостана. Нефтекамская епархия в настоящее время объединяет 124 прихода, 4 монастыря и 4 монашеских скита. Благодаря тому, что в свое время владыка Никон открывал эти монастыри, воссоздал их на прежних местах, помогал и поддерживал монашествующим обрести свой путь в жизни, у нас монастыри не находятся, так сказать, в начальном положении. Но все равно приятно и отрадно то, что в наших монастырях паломники идут ради наших святынь, которые есть в Нефтекамской епархии. Первым делом хочу отметить Богобашский монастырь в Бакалинском районе, где у нас хранится в оригинале чудотворная икона на камне Пресвятой Богородицы. Это святыня не только Нефтекамской епархии, но и всей нашей Башкортостанской митрополии и Русской Церкви, потому как к иконе приходят паломники не только с Республики Башкортостан, но и со всей России, и даже за границей. Поэтому отрадно, что в такое красивое, тихое место, где расположен монастырь, хранится святыня нашей епархии и всей нашей митрополии. Но жизнь церкви многогранна и не ограничивается только богослужениями и постройкой храмов. На сегодняшний день в Нефтекамской епархии создано 14 отделов для служения на благо общества. Я очень благодарен владыке митрополиту Никону, который в свое время
открыл наши приходы, помогал в том, чтобы возродить духовную жизнь в городах и селах северо-запада и северо-востока. Рукополагал священников и в основном на кафедре, приступая к своей деятельности, я смог найти уже достойных пастырей, приходы, которые имели свою уже религиозную приходскую деятельность. При храмах действовали воскресные школы, и мне пришлось только эту работу уже дальше проводить и поддержать. Главной заботой епархии стали нуждающиеся в поддержке люди. В нашей Нефтекамской епархии начал свою деятельность социальный отдел. В каждом храме, который находится на территории нашей епархии, так или иначе уже ведется работа, уже ведется служение социальное в большей или в меньшей степени. Наша задача где-то научить, где-то подсказать, где-то посоветовать, словом, делом помочь именно служителям, церковным служителям, священнослужителям. И тем самым эта деятельность, она, вот мы видим, уже за 3 года увеличивается. Число увеличивается тех людей, которые получили помощь, увеличивается число людей, которые включились в эту работу, увеличилось число добровольцев. Накормить голодного, напоить жаждущего, одеть раздетого, принять странников, посетить больных, прийти к заключенным. Список не может быть полным, а перечень добрых дел, которые берет на себя социальное служение Нефтекамской епархии, окончательным. Каждый день мы готовим кушать для нуждающихся без особого жительства, места жительства. Вот мы с понедельника по пятницу каждый день готовим. У нас гороховая каша, пшеная, день гороховая, день рисовая, картошку варим 1 день в неделю. Ну, вот так вот пшенка, вот всю кашу, вот такие готовим из того, что принесут прихожане. И потом некоторые люди специально приносят рожки, то все для нуждающихся. Пекарня одна выдает хлеб, 2 мешка. Вот сегодня я готовила гороховую кашу. Это их любимая гороховая каша и картофель. Вот они очень любят это. Вот уже сейчас все доваривается. Сейчас в 3 часа поедем кормить. Вот. Добавляю обязательно каждый день тыкву. Морковку жарю на масле растительном. Вот тыковки наши, кабачки. Это все мы каждый день у нас в рационе. Вот все морковка на растительном масле жарим. Тушенка обязательно, баночка в день. Все это в рационе. Они вот мне лично говорят, дай Бог вам здоровья, благодарят. Кто от души, кто знает их. Но они вот говорят многие, если б не вы, половина из нас уже живых бы не было. Вот ихные слова. Люди без определенного места жительства уже стали частью нашей действительности. Государство, конечно, делает все, чтобы бомжей с улиц убрать. Открывает приюты, есть службы, помогающие с документами. Но все равно бомжи с улиц не исчезают. Большинство людей опускаются на дно из-за спиртного. Причем такой образ жизни многим нравится. Вкусно кормят, хорошо. Это сейчас спасибо большое вам и здоровья вам. Кто сюда ходит, они тоже благодарны, они тоже, я думаю. Церковь, конечно, первым делом занимается духовным окормлением. Но когда мы выходим навстречу людям, попавшим в трудные жизненные ситуации, людям, которые нуждаются в хлебе насущном, у нас появляется еще возможность с ними пообщаться на духовные темы. И, например, вот если заниматься той категорией людей, которые являются зависимыми, наркозависимыми, алкозависимыми, то первым делом мы соприкасаемся с человеческой душой. И когда человеку протягивается рука помощи, он чувствует заботу
теплоту человеческую, он становится другим. И намного легче потом, после этого, человека уже поднять с его падшего состояния и приобщить его к вечным ценностям. Важной является забота о пожилых людях и инвалидах. Это наш долг по отношению к старшему поколению по заповеди Христа. «Почитай отца твоего и мать твою». Эта миссия в Нефтекамской епархии выполняется в виде духовного окормления прихожан в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Часто люди здесь старые и не могут передвигаться также. Есть молодые, но не могут передвигаться сами. И поэтому у них нет возможности такой сходить в церковь, либо у мусульман в мечеть сходить. Поэтому священнослужители стараются сюда приходить, на встречу к ним идти, потому что прежде всего они нуждаются в духовной помощи, в духовном окормлении. Также многие хотят креститься. Здесь мы и крестим, и прежде всего причащение. В Нефтекамской епархии при храмах открыты социальные склады, где каждый нуждающийся может выбрать себе одежду, обувь, посуду и все, что необходимо в быту. Более того, здесь могут обеспечить мебелью, бытовой и электронной техникой. Социальный склад. Сюда люди из города приносят вещи, где вот мы раскладываем, чтобы было видно. Приходят сюда нуждающиеся, многодетные, малоимущие, малообеспеченные. Мы их всех обслуживаем, выдаем им вещи, помогаем им и в выборе вещей. За день у нас бывает до 15 человек. В месяц где-то, вместе с бомжами, где-то человек 300 обслуживаем. Приносят нам все, и посуду, и обувь, и игрушки. Человек, когда пришел за вещами, мы у него берем паспорт, чтобы знать, где он прописан, где проживает. Регистрируем все это, ксерокопию снимаем, записываем. Человек взял вещи, подходит к столу, мы записываем. Перед 1 сентябрем выдавали тетради, канцтовары. Да, собери ребенка в школу. У нас проходила такая акция. Приходят многодетные, до которых и 7-5 детей, и больше. И они очень рады. Они прям приходят и каждый раз нас благодарят, что спасибо, что вы есть. Милосердие может проявляться очень по-разному, но в сущности всегда означает лишь одно – взять на себя часть чужого страдания. Причем, заметьте, добровольно взять, без всякого принуждения. Хочется отметить тенденцию, что у нас возрождаются сестричество милосердия. Это в городе Бирске уже действует, и при нашем кафедральном соборе Нефтекамском открыто сестричество в честь святой Варвары Скворчихинской. У нас больше 10 сестер милосердия. К нам приходят из города, кто знает, добровольцы, которые помогают, помощь, вот когда нужно куда им привезти, отвезти, они не отказываются, добровольцы. Мы, как сестры милосердия, мы посетили 2 семьи, в которых были 2 семьи, там были бабушки пожилые. Мы им собрали продукты, принесли, как благотворительность, общались, спрашивали, какая помощь нужна, там, полы вымыть, отвезти в больницу. Пообщались полчаса с ними, им было очень приятно, они обрадовались, оставили свои телефоны, сказали, приходите в храм, с дай Божьей помощью помог, они радуются. Спасибо, спасибо. Им хорошо, и нам хорошо. В нашей епархии ведется работа с той категорией людей, которые в какой-то степени не нашла себя в жизни. Это люди, которые прошли через какие-то испытания, теряли в жизни родных и близких людей. Но по-особому отрадно, когда мы можем протягивать руку помощи матерям-одиночкам. Тем женщинам, которые в очень трудный момент жизни были из семьи либо выгнаны, либо потеряли семью. И поэтому, создавая при епархии специальные помещения для них, мы называем это домом надежды, у нас появляется возможность помогать и таким людям.
Отрадно то, что женщины, которые пользуются нашими услугами именно в Доме Надежды, они приходят с детишками. И зачастую сами дети их матерей и водят в храм, который находится рядом с этим домом. И поэтому и в таком направлении то, что есть возможность предоставить людям и ночлег, и питание, но первым делом это возможность обрести веру, приступить к порог храма и помолиться Богу. Этот приют есть некая копия социального проекта Русской Православной Церкви «Дом для мамы», который находится в городе Москве. Задача этого приюта – это есть забота о женщинах, которые находятся в самых трудных ситуациях. Когда они беременны, когда их беременности угрожает какая-то опасность, когда они подвержены семейному насилию, насилию домашнему от своих близких, зачастую от тех, кто призван защищать волю такой нашей жизни распущенной, получается, подвергаются насилию от тех, кто должен быть надежным защитником. Наш приют предназначен не только для православных людей и не только для крещенных. Мы не делим людей по вероисповеданию. К чужой беде мы готовы отзываться. И в этот приют принимаем всех людей, безразлично от какой вероисповедания. Социальное служение в Нефтекамской епархии – это ее непосредственное свидетельство о том, что в этом мире есть любовь. После каждого архиерейского богослужения, особенно в городах епархии, стали в храм приходить больше молодых людей. А когда в храм появляются молодые люди, появляется и много детей, потому как это молодые семьи, которые приходят в храм с детьми. И у нас появилась такая необходимость создавать при приходах еще и воскресные школы для взрослых, помимо существующих детских воскресных приходских школ. На базе этих школ воскресных для взрослых со временем появилась необходимость образовать и проводить катехизаторские богословские курсы. Таких у нас сейчас 8 курсов. Мы их проводим в городах нашей епархии. И отрадно, что с каждым годом растет количество и число желающих пройти обучение в наших курсах. Несомненно, молодежь – это самые активные и энергичные прихожане в Нефтекамской епархии. Молодая душа всегда в поиске себя, своего предназначения, призвания, смысла жизни. В Нефтекамской епархии отдел работы с молодежью активно сотрудничает с казачеством. Здесь мы в основном занимаемся воспитанием подрастающего поколения, нашей молодежи, отучаем их от улицы, от каких-либо плохих поступков путем привлечения в наши военно-патриотические клубы, через спорт, через казачьи объединения. С сентября 2012 года в Амзинской средней общеобразовательной школе Краснокамского района работает военно-патриотический клуб «Есаулиц». Целью было собрать молодежь, чтобы молодежь не подвергалась влиянию улицы, то есть ограничить доступ молодежи к алкоголю, к наркотикам, привлечь как-то детей. И вот с тех пор порядка 3 десятков детишек у нас постоянно занимаются. Для детей здесь это как бы общение в первую очередь, то есть общение идет между собой, с нами, как бы стараемся их научить то, что сами умеем. Духовное общение, вот в последнее время у нас особенно пошло, что начали преподавать основы религии, так как православия, ислама, так и других религий тоже. То есть ребята посещают церковь, кто у нас православные, мусульмане, стараемся тоже водить в мечеть. Помимо этого ребята занимаются военно-прикладными видами спорта, юноши готовятся к службе в армии, девушки постигают науку нелегкую тоже наравне с ними, даже иногда в чем-то их превосходят бывает. Казачеству на протяжении ряда столетий истории была предопределена роль воспитателя патриотизма различных слоев и сословий государства российского, независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Как говорится, казак без веры – это не казак. Основным из направлений деятельности – это взаимодействие казачьих общин для духовного его воспитания непосредственно либо с Русской Православной Церковью, либо для казаков-мусульман с мечетью. Обычным делом является еще и для нас проведение совместных детских лагерей.
В летнее время воспитанники наших воскресных школ собираются в указанное место и проводят какое-то время вместе, общаясь, знакомясь. Целью лагеря является создание дружной жизни, основанной на христианских заповедях. Дети отрываются от компьютеров, отрываются от телевизоров, от мира информации, от каких-то, от ненужной вот этой совершенно техники и приходят сюда на природу. Здесь они учатся, во-первых, знакомиться друг с другом, воспринимают мир и друг друга такими, какими они есть, и учатся молитве. Прежде всего, здесь православные педагоги рассказывают детям библейскую историю, учат их христианским заповедям, нравственности, разбирают отрывки из Священного Писания и учатся применять Евангелие в жизни. Дети занимаются в кружках, оздоравливаются, поют и танцуют. Поехали. И 1, 2, 3, 4. Ладошки. 2 раза. И 1, 2, вокруг. Снова придумай свою позицию. Так, и... Меня зовут Елизавета, мне 10 лет. Я приехала из города Нефтекамска. Мне тут нравится то, что мы играем, проводятся разные конкурсы. Ты показываешь другим детям себя, и другие люди узнают, какой ты. Эти праздники объединяют нас. Поэтому мы как одна семья. Молодежные слеты также дают свои плоды, потому как молодые люди с разных городов, с разных приходов епархии собираются вместе, знакомятся и таким образом сплачиваются, потому как и будущее за ними, и приятно то, что в храмах наших все больше и больше молодых людей. Стоит отметить, что в этом году храмы Нефтекамской епархии посетил святейший патриарх Московской и всея Руси Кирилл. Самым первым храмом, в который прибыл патриарх Кирилл, стал Михаило-Архангельский храм Свято-Троицкого женского монастыря города Бирска. Этот храм с богатой историей называют сердцем православия всего северо-востока республики. Именно в его стенах в середине прошлого столетия дед патриарха Кирилла Василий Кундяев был рукоположен в диаконы. И именно здесь он провел свою первую службу в церковном сане. Я с особым чувством вступил под свод этого храма. Знал о его существовании от своего деда. Это было первое место его служения после рукоположения в Уфе. А прибыл он сюда, в Башкирию, потому что не имел права не жить в других местах, в том числе и там, где жили его дети. И даже у себя на родине не имел права жить, потому что более 20 лет нес многие страдания. Будучи за веру православную не единожды заключенным в тюрьмы и отправлен в ссылку. И вот здесь, на этой земле, которая стала для него родным, осуществилась его многолетняя мечта, он стал священнослужителем. Для меня лично, как епископа Бирского и для наших прихожан города Бирска, приезд святейшего патриарха в Бирск – это не только событие церковное, это событие личное, семейное. Мы понимаем, что наш патриарх приезжает в Бирск, чтобы помолиться в том храме, где какое-то время служил, молился его благочестивый дедушка. Мной было принято решение при этом храме возобновить бывший Свято-Троицкий женский монастырь города Бирска. И отрадно, что уже при храме монастырь действует, игуменья, сестры молятся, и таким образом потихоньку восстанавливаем и историческую память. Весьма за короткий промежуток времени в Михаило-Архангельском храме монастыря нашего, Свято-Бирского Свято-Троицкого женского монастыря, произошли очень сильные изменения, произошел очень крупный ремонт,
который затронул фактически весь храм. Снаружи он был покрашен, отштукатурен, изнутри была восстановлена роспись историческая. Был также он заново отштукатурен. Все росписи, все иконы, которые сохранились от первозданного вида, они также сохранены, обновлены, почищены и также сейчас радуют глаз всех молящихся прихожан. Нефтекамская епархия Башкортостанской митрополии развивается и крепнет с каждым годом. Строятся новые храмы, восстанавливаются старые. Ведется каждодневная миссионерская, просветительская и социальная работа. При храмах открываются воскресные школы. Сегодня епархия выстраивает свою работу, ориентируясь на незыблемые ценности православного мира.